Салам алейкум, меня зовут Лилия Ибрагимова. Мне 18 лет, у меня спинально-мышечная атрофия второго типа. Первое время при рождении было непонятно, что со мной вообще что-то не так. Это стало заметно в 9-10 месяцев. У меня не было опоры на ноги. То есть меня ставили, а я падала. Стали обращаться к врачам. Все сказали слабый мышечный тонус, пропейте витаминчики, мы пили витаминчики, но ничего не помогало. Анашка не поверила сначала в диагноз. Стали продолжать обращаться к врачам, целителям, разным там шаманам, гадалкам. Вот. Да, такого рода тоже помощь была. Ну, не помогли. Говорили, там 8 лет пойдет, в 10 лет встанет, денежку занесите, мы вам нагадаем. Вот. Этот препарат в России не выдавали взрослым людям, только детям. И чтобы его получить, нам нужно было обращаться в Минздрав, дабы они его закупили для нас. Они, конечно, отказались, потому что в год этот препарат стоит 350 тысяч долларов. Сумма большая. Они, соответственно, отказались. А после этого мы подали в суд, мы в суде выиграли, а они написали апелляцию. Вот. Потом был второй суд, уже Верховный. И там снова суд встал на нашу сторону, и препарат закупили. Родители тоже боялись, отговаривали, тетя отговаривала. Я же не совсем такая глупая, чтобы идти непонятно куда. Понятное дело, я искала врача, я общалась с людьми, которые у него оперировались, я готовила документы. Всем этим занималась я. Абсолютно все изучила перед тем, как туда ехать и обращаться. Веб-дизайн зацепил именно тем, что там нужно креативное мышление. Это на самом деле двоякая профессия, потому что 50% работы состоит в том, чтобы что-то придумать оригинальное и подумать, как это реализовать в макете. А 50% это все-таки работа уже направленная на удобство пользования этим сайтом. Нужно продумать все пути, по которым пройдет пользователю, нужно продать какую-то услугу, правильно презентовать бизнес клиента. Я нашла свою профессию, мне и та, и другая часть профессии нравится, поэтому я не собираюсь ее бросать, планирую только дальше развиваться. Людей с инвалидностью, которые себя стесняются, их море, их очень-очень много. Я мало видела представителей именно инвалидов, которые не стесняются показать что-то. Потому что любое тело, оно нормально, тем более, когда ты его не выбираешь. Я считаю, что не надо молчать, не надо бояться
делиться чем-то, поднимать какие-то темы важные, потому что наверняка вы найдете поддержку у других людей, единомышленников. Быть, конечно, полезным для других людей, для общества, стремиться помогать другим людям, не быть равнодушным, потому что, помогая другим, вы и сами становитесь значимее для себя самого. Все-таки не тратить жизнь попусту, потому что времени мало. Как бы ни казалось, что его много, его мало, его всегда мало. Самый близкий человек — это, наверное, моя младшая сестра. Я с ней с рождения, и она мне во всем помогает. Я ей тоже. И я к ней очень привязана. Если я куда-то уезжаю, я скучаю по ней, звоню, она тоже без меня не может. Вот. Ну и, конечно, мои друзья. Яна, Женя, привет. На данный момент я же ищу человека, который будет со мной готов поехать на отдых или по каким-то делам. Я готова платить. Об этом есть у меня пост в Инстаграме. Я ищу человека в первую очередь надежного, отзывчивого, инициативного, который будет со мной готов во что-то ввязаться, куда-то поехать, что-то сделать, снимать, как-то мне помогать, в том числе и в макияже, и в съемке, и в ведении блога. Вот. Я думаю, нам вместе будет весело. Мы сдружимся обязательно, по-другому не получится.